Значит, сначала у нас обязательная программа будет, раз у нас заявлена ОГЭ структура, ОГЭ содержание, особенности, то, естественно, я думаю, что я повторю вам все, что вы и так знаете по ОГЭ, но, тем не менее, очень кратко, да, что у нас есть. Учитывая, что нам все-таки потом надо будет модуль целый по подготовке к ОГЭ разрабатывать, поэтому это у меня идут заготовки уже на будущее. Ну, по сравнению с прошлым годом изменения в ОГЭ у нас вроде как незначительные. На одно задание меньше стало. Картинка какая-то бегает. Но объединились два задания в одно. И больше акцент у нас делается именно на практическое применение какой-то математики, да. И чисто задание на прогрессию, оно тоже у нас ушло, вернее, трансформировалось в задание в прикладное применение прогрессии в каких-то прикладных ситуациях. Вторая часть, она у нас осталась без изменения, поменяла просто нумерацию, ну и максимальный первичный балл уменьшился на 1. Если смотреть распределение по разделам содержания курса математики, то получается по сравнению с прошлого года у нас из... Конечно. А звук туда уже идет, да? А картинка запоздающая такая должна быть, да? Да, это ага. Понятно. Значит, у нас одно задание ушло из алгебраических выражений, было 2 и стало 1. Ну и по сравнению с прошлым годом остальное все осталось без изменения. Если по проверяемым умениям рассматривать, то у нас ушла геометрическая задача. Да? Вместо 5 задач стало 4. Ну и, конечно, вот очень большой блок – это практикоориентированные задания, применение знаний в нашей повседневной жизни. Но об этом мы еще поговорим. Часть 2. Понятно, что это у нас больше направлено на проверку математической подготовки выпускников. Ну и что в этом проверяется, на слайде есть, я уже зачитывать не буду. Да? Самое главное – это то, что дети должны математически грамотно оформить решение, не просто понять, как решать, да? А еще и это уметь объяснить и оформить. Ну и если, опять же, посмотреть распределение по разделам содержания, оно у нас осталось такое же, как в прошлом году. Уравнение неравенства 2 задания. То есть я так понимаю, что текстовые задачи, они у нас тоже сюда запиханы, да? Ну и функции 1 задание, геометрия 3. Ну и дальше мы знаем, что первые 19 заданий, они оцениваются 1 баллом. И это задание с краткой записью ответа на отдельных бланках. Ну и 6 заданий повышенного высокого уровня сложности, которые оцениваются в 2 балла. Ну и если где-то допущена в решении ошибка вычислительного характера, не влияющая принципиально на ход решения или где-то недостаточно объяснений, то можно выставить 1 балл. Ну и, как я уже говорила, максимальное количество баллов – это 31 получается. Ну и те рекомендации, которые нам дает ФИПИ по переводу суммарного первичного балла в отметку. На 3 надо сделать 8 заданий от 8 до 14, на 4 15-21, да, получить первичный балл, ну и на 5 у нас начинается с 22. Ну и несмотря на то, что максимальный первичный балл, он у нас снизился с 32 до 31, границы оценок, они остались такие же, как в прошлом году, да, то есть на 5 получается немножко поднялась. Но и отдельно сказано, что нужно сделать не менее 2 баллов
получить не менее 2 баллов за выполнение заданий по геометрии. Но и сюда включаются не только первой части засчитывается, но и задания второй части. Да? То есть если ребенок из второй части там умудрился сделать задачу, несмотря на то, что у него первая часть не засчитана по геометрии, эти баллы они могут повлиять. Раньше, несколько лет назад, у нас была немножко другая система. Да? Там надо было сколько-то баллов получить именно в первой части, чтобы потом начали проверку второй. Но это рекомендации, которые дает Рособнадзор. И в этих рекомендациях еще сказано, что окончательно правила выставления оценок сам субъект определяет. Поэтому как будет определять у нас республика, это мы потом увидим уже после проведения экзамена. Ну и особо хотелось бы поговорить, так как у нас в прошлом году 9 класс ОГЭ не сдавал, осенью были республиканские проверочные работы по типу ОГЭ в 10 классах. Ну и очень интересная пришла табличка с анализом результатов. Это, оказывается, у нас на каждое задание есть ожидаемый процент выполнения заданий, сколько человек, предполагается, должно выполнить это задание. Первая колонка, да, ну и первые 8 заданий, они считаются разработчиками очень такими простыми и легкими, 80-90% выполнения заданий. Ну и мы видим, что мы получили осенью. В принципе, так и ожидалось, да, что вот эти новые 5 первых заданий практикоориентированных, когда там непонятно что запихивают в эти задания, они будут самыми сложными. В принципе, так и оказалось. Но вот чтобы 60% отклонения было от ожидаемого результата, ну, конечно, это круто. Ну, что разработчики не работали в школе. Конечно. Не, они, видите, разработчики, они как разрабатывают, они под международные исследования. Раз у нас ПИЗа это идет практикоориентированные задачи применения в жизни, у нас же всегда говорили, что Россия, она как? Она больше такие фундаментальные научные знания дает, а именно применение в жизни уже не сильно. Поэтому мы сейчас будем теплицы убивать. Хорошо, теплицы, но осады считать будем. Вот, поэтому... Естественно, проблемы вот с этими 5 заданиями первыми есть, и мы, наверное, за эти дни на них особо остановимся. Значит, что касается остальных заданий, ну вот есть у нас по прошлому году, да, 13, 15, 18, тоже немножко выпадают из среднего, из ожидаемого, но зато 12 плюс 12%, мы молодцы, да, при ожидаемом проценте 80 мы дали 92. То есть, ну и по второй части. Получилось неожиданно провал с первым заданием, 21. Но, насколько я помню, там у нас что было осенью? Это было неравенство с корнями. И там, получается, проблема была не столько в решении неравенства, сколько в оформлении. Потому что такого должного оформления там не получилось. За счет этого, конечно, баллы были поменьше. Ну и традиционно геометрические задачи, хотя вот опять же первая, вторая из 3 задач, они не настолько сложные были, там проблемы опять же с оформлением. Но про геометрические задачи это Мария Анатольевна вам, наверное, подробнее расскажет, вроде как она хотела. Про уравнение неравенства завтра Галина Юрьевна очень хотела подробно рассказать, но мне остаются текстовые задачи. Ну и по результатам проверки, значит, что можно было отсюда выявить? Значит, самая большая проблема, да, это почерк и запись символов в 9 классе. Когда они еще не привыкли заполнять бланки, естественно, каждый раз надо с детьми это
тренироваться, потому что даже вот по собственному опыту, если я говорю выписать столбиком номера заданий и рядышком ответов, если они выписывают просто на листочке в клеточку, выписывают абы как. Стоит распечатать бланки, у них уже немножко другое отношение идет, поэтому приходится, когда проверочные работы такие вот проводим, стараюсь в 9 классе по крайней мере, на бланках делать. В 11 после того, как они прошли 9, там попроще немножко уже получается. Вот. Ну а в 9 вот так вот. Ну и какие ошибки допускаются при внесении ответа в бланки? Это неверный формат записи ответов. Когда... Сейчас, что-то хотела сказать, уже забыла, да? Или прочитали невнимательно условия, или записали не в том виде, когда сказано там, что целым числом, а мы пишем непонятно как. Если получилось на вероятности, да, забывают, что надо вероятность писать с помощью дроби до единицы, и очень часто пишут в процентах, вроде бы как и правильно, но формат записи не тот. В бланк вписывают единицы измерения, что у нас тоже вроде бы как не считывается. Знак радикала – дробные выражения, обыкновенные дроби. Значит, здесь тоже уже надо особо обговаривать, что если у вас получилась обыкновенная дробь, которая в десятичную не превращается, да, значит, надо все-таки что-то где-то поискать. Если получился корень, значит, точно ошибка где-то или не на тот вопрос вы отвечаете. То есть вот такую самопроверку, самоконтроль надо постоянно напоминать. Но небрежные записи, понятно, что мы пишем непонятно, то ли единичка, то ли четверка, то ли семерка. Оценка результата. Оценка результата, это больше к текстовым задачам относится, да, когда нам надо все-таки проверить на правдоподобность. Получается, скорость велосипедиста там 100 км в час, или все-таки надо с этим что-то поделать. Ну и невнимательное чтение, когда мы отвечаем не на тот вопрос, это тоже надо постоянно подсказывать, да, постоянно обращать внимание. Ну и по итогам проверки этих республиканских работ были выданы рекомендации по подготовке учащихся, которые заключаются в следующем. Значит, здесь все идет ввести в постоянную практику в работе со школьниками. После решения уравнения делать проверку и выбирать корни, соответствующие данному уравнению. Что касается текстовой задачи, значит, мы обязательно должны вводить переменную и условия, согласно которому составляется уравнение. Ну, по текстовым задачам мы немножечко поподробнее поговорим. Решение уравнения в текстовой задаче должно выполняться в соответствии с алгоритмом решения уравнения. Да? То есть, если у нас есть алгоритм решения квадратного уравнения, значит, мы решаем именно по этому алгоритму с выписыванием дискриминантов, формулы корней, подстановкой и так далее. Если пользуемся теоремой Виета, значит, мы ее описываем, ссылку. Если пользуемся суммой коэффициентов, которая равна нулю, значит, мы ссылку на нее делаем, несмотря на то, что это текстовая задача. Ну а с дробно-рациональными уравнениями точно так же. Да? Если нам положено про знаменатель что-то сказать, что он не равен нулю, значит, это где-то должно прозвучать. То есть вот на это нужно обращать внимание, и даже если мы знаем, что мы решаем текстовые задачи со скоростью, которая не может быть отрицательная, то устно мы все равно не откидываем эти решения, обязательно должны указать. Получить их сначала, а потом уже смотреть, что с ними делать. Если задача решается по действиям, то обязательно необходимо пояснение каждому действию. Но это тоже у нас отработано уже. Ну и дальше, что касается построения графиков. Вот самое последнее сложное задание в модуле алгебра – это построение графика, которое очень объемное, но требует очень такой большой математической
подготовки. И что жалко, что оценивается в те же 2 балла, как и первые 2 задачи. Да? Значит, при построении графика мы обязательно указываем название функции, название графика, ну и строим в соответствии с алгоритмом. Опять же, для каждой функции у нас свой алгоритм. Если линейная функция, значит мы написали, что это линейная функция, графиком является прямая, и для построения графика нам нужны 2 точки. Да? То есть здесь уже идет связь с геометрией, когда прямая единственным образом определяется 2 точками. И поэтому в прошлом году, конечно, прошлые годы при проверке на это очень сильно внимание обращалось, что 3 точки у нас не должно быть в таблице, но со временем, может быть, это немножко послабление будет. Вот. Но, по крайней мере, надо следить за тем, чтобы при построении графика линейной функции все-таки у нас 2 точки было, координаты 2 точек. Вот. Что касается квадратичной функции, да, то опять же мы должны указать квадратичная функция, график параболы, ну и соответственно должны вершину параболы, направление ветвей, ну и потом в зависимости от того, как у нас эта парабола, какими коэффициентами задается, насколько там можно точек поставить, ну, хотя бы вершина и по 2 точки с каждой стороны, на каждой ветви, конечно, нужно, да, чтобы это все-таки не прямая была, а было видно, что это у нас ветвь параболы. Для гиперболы тоже свои построения, ну и дробно-рациональные, естественно, с области определения начинаем. И там уже в зависимости от ситуации тоже алгоритм этот применяем. Выколотые точки, точки склейки. То есть у нас в этом задании очень такое большое внимание уделяется как раз таки или кусочно заданным функциям, или функциям с выколотыми точками. Поэтому вот эти особые точки, они должны обговариваться. Но и обговариваться в каком плане? Если выколотые точки, то мы должны написать, да, что у нас график функции там, парабола с выколотой точкой, ее координаты. То есть вот эти вот координаты выколотой точки обязательно где-то должны прозвучать. Если точка склейки, когда у нас один график переходит в другой, да, то мы обязательно должны эти координаты точки определить и для одного графика, и для другого. То есть мы должны показать, что в этой точке разрыва функции графика не будет. Да? Поэтому, когда мы оформляем такие задания, то у нас точка склейки, она попадает и в одну таблицу построения графика функции, и в другую. Вот. Ну, или мы где-то отдельно должны сказать, что вот точка с такими-то координатами, это у нас точка склейки частей графика. Ну и особо здесь про значение параметра написано, да, что означает верно найдено значение параметра. Очень часто мы встречаемся с такими работами, когда у нас просто вот посмотрели на рисунок, в принципе, оно устно все решается, можно определить, какие значения параметра мы должны в ответ записать. Но здесь, конечно, эта задача подразумевает более полное объяснение математическое, поэтому или графический метод, когда мы проводим в зависимости от разных значений параметра графики, ну, прямые в основном у нас встречаются, или аналитический метод, когда мы уже можем без графика, но все равно описать, что будет происходить при разных значениях параметра. То есть на рисунке мы должны показать, каким образом у нас поиск этих значений параметра идет. Это что касается рекомендаций по алгебре. Да? Ну и по геометрии. По геометрии у нас рекомендации, они примерно одинаковые для всех задач. Обязательно мы говорим, что должен быть чертеж. Краткая запись дано, это... Но смотря в каких задачах, да, где-то мы можем более полно написать, это дано, где-то и не можем. Поэтому если есть чертеж и на чертеже какие-то
условия задачи обозначены, читаемы, то можно в дано их не писать. То есть самое главное, чтобы вот эта вот краткая запись дано вместе с чертежом, они нам давали полную картинку об условиях задачи. В решении ссылки на используемые теоремы, да? Это тоже понятно. И всегда возникает при проверке вопрос, какие теоремы мы можем без доказательства брать, какие теоремы все-таки нужно доказывать. Да? Потому что вот 2 года назад у нас очень неудачный был вариант для сдачи 9 классов, когда у нас в алгебре была задача на движение поезда, где нужно было найти длину поезда, и там, получается, проблемы были с описанием и оформлением этой задачи. А в геометрии была задача, где у нас биссектриса отсекает треугольник в параллелограмме. Да? И получается, что вот этот вот факт, то, что биссектриса отсекает равнобедренный треугольник, многими детьми он писался без доказательства, как вполне известный и используемый, и вот на этом они теряли баллы, потому что этот факт, несмотря на то, что мы им пользуемся, он в учебнике как теорема не доказан, поэтому его нужно было доказывать. И вот тогда, 2 года назад, дети, конечно, полетели очень сильно, потому что 2 таких вот несложных задачи, а баллов за них не получалось. Поэтому при обсуждении критериев оценивания, конечно, уже мы постоянно говорим, да, что все теоремы, которые не доказаны в учебнике, они должны быть все-таки доказаны. Если идет ссылка на теорему, то обязательно, если именная теорема какая-то, то у нас сказали имени кого, да, мы и саму ее сформулировали. Вот. То есть вот в этом плане получается, надо детей убеждать, что надо все-таки писать подробно, да, чтобы было понятно. Потому что когда учеба московских товарищей происходит, Москва, вернее, нас учит, как проверять, они говорят, вы ничего не должны додумывать за детей. То, что написано, то и проверяем. Даже если мы вроде как понимаем, что ребенок хотел сказать, но если он этого не сказал, значит все. Вот. Ну, на что еще обращать внимание? То, что в конце каждого задания должен быть ответ. Да? Потому что прекрасно знаем, есть у нас такие ситуации, когда решаем уравнение, один из корней почему-то не подходит, но вроде как уравнение решено 2 корня, в ответе должен быть 1, ответа нету, и поэтому непонятно, то ли ребенок не знает, что в ответ писать, то ли он просто не захотел, ну и засчитать такое задание, естественно, мы не можем, да, потому что незаконченное решение. Ну и особенно 9-классников касается, что надо их учить, выполнять чертежи гелевой ручкой, поэтому надо вводить и на уроках в какие-то моменты, постоянно писать, конечно, заставлять не будешь, но все равно рекомендовать разные ручки подбирать, потому что и толщина ручек, паст разная, и интенсивность, и даже вот стержень по-другому где-то заточен. Это надо все заранее экспериментировать. Поэтому с детьми надо говорить. Текстовые задачи. Ну и начинаем мы с того, что алгоритм оформления решения текстовой задачи. Значит, где-то я уже повторяюсь, да, где-то что-то новое будет. Но при арифметическом решении понятно, что здесь пояснение каждому действию нужно. Что нужно при алгебраическом решении? Во-первых, введение переменных. Обязательно. Если у нас есть уравнение, хоть как-то там табличка, не табличка, но нигде не сказано, что такое x, то, естественно, о чем может идти речь, да? Потому что непонятно, что вы вообще находите.
Пояснение к составлению математической модели. Значит, что сюда входит? Обычно мы составляем какую-то таблицу, где выписываем известные нам условия и записываем соотношения, какие-то зависимости между величинами. Да, особенно вот таблицы на движение, работу. И потом у нас идет составление уравнения. Но и одна из распространенных ошибок – это следующее. Когда мы написали таблицу, все ячейки таблицы заполнили, и потом вдруг написали уравнение. Откуда уравнение появилось, непонятно. То есть перехода от таблицы к самому уравнению у нас иногда не бывает. Да? Как мы из этих ситуаций выкручиваемся? Или мы в таблице должны какую-то зависимость между величинами показать там стрелочками, не стрелочками, что это скорость там насколько-то больше или время равно, да, или там расстояние. Или мы хотя бы одно предложение пояснение какое-то говорим. Но вот этот вот переход, почему мы составили именно такое уравнение, он обязательно должен быть. Потому что потом при проверке, конечно, карается снятием балла. Дальше, после того, как уравнение у нас появилось, естественно, мы его решаем. Ну и решаем в соответствии с алгоритмом. То есть мы здесь уходим уже от текстовой задачи, у нас появляется уравнение, которое мы должны решить. И решаем так, как если бы у нас задачи не было, да, со всеми вытекающими последствиями. После того, как мы это уравнение решили, мы должны посмотреть, все ли найденные значения соответствуют условию задачи. Проверили, написали опять же какие-то пояснения, почему мы какое-то значение выкидываем. Запись ответа. Ответ обязательно, да? Ну и опять же должны приучать детей к тому, что в текстовых задачах после того, как мы нашли ответ, мы обязательно должны посмотреть, не получается ли у нас 3,5 человека копают грядки, да? То есть правдоподобность все равно мы должны оценить каким-то образом. Ну и какие у нас здесь ошибки могут быть? Ошибки, которые при проверке ОГЭ они выскакивают. Но отсутствие краткой записи таблицы обоснований, это уже понятно. Не отвечают на вопрос задачи. Что здесь имеется в виду? Это когда нам еще дополнительно надо какие-то действия сделать, да? Например, там найти скорость второго поезда, а мы нашли первого и ко второму не перешли. Не до конца решили, все, задача не решена. Половинчатые решения у нас не оцениваются. Поэтому вот в этих заданиях у нас может 1 балл поставиться только если есть вычислительная ошибка, если есть неполное объяснение какое-то, да, но в целом задача решена правильно, она полностью должна быть решена. Поэтому вот здесь тоже надо еще раз проверять, что у нас в задаче спрашивалось и что мы в итоге в ответ записали. Следующая ошибка, которая встречается, это единая система измерений. Но чаще всего, когда скорости километра в час, время в минутах, и потом мы вот так вот решаем и решаем. Потом на что обращается внимание? Вообще, чтобы единицы измерения указывались. Потому что, когда мы составляем краткое условие, если мы просто написали x5, там, 25 и так далее, без единиц измерения, то, опять же, непонятно, каким образом величины будут связаны между собой. Поэтому, когда мы табличку составляем или за x берем какое-то значение, да, какую-то величину, обязательно единица измерения, она где-то должна прозвучать. Так, окончательный ответ – это слово «ответ». Если нет слова «ответ», то это тоже каралось снятием 1 балла. Потом было такое, что какой-то год, наверное, тоже года 2 назад, ответ с приближенными значениями. То есть получался ответ в виде обыкновенной дроби, и потом мы писали приближенно равно, переводили там в десятичную или в целое число, и радостные
думали, что все это решено. Да? На самом деле все-таки это не совсем то, что мы от детей ждем, поэтому, несмотря на то, что обыкновенные дроби не сильно любят, надо все-таки, чтобы любили. И последнее, что у нас еще встречалось, но не сильно часто, потому что на систему уравнений все-таки решений немного приходится. Иногда вот составляют и на движение даже задачки системы, но редко. И получается следующее. Вводят две переменные, нашли x, который нам нужен, и все. И на этом решение закончили. То есть здесь у нас нарушается вот тот алгоритм, когда мы говорим, что уравнение должно быть решено в соответствии с алгоритмом решения данного уравнения и системы тоже, а решение системы – это нахождение значений обеих переменных. Да? Поэтому даже если y нам и не нужен, мы все равно должны этот y найти. Ага, новый тип про парашют. Хорошо, значит, новые типы задачи ждем. Чем больше мы соберем их, тем нам будет лучше. В презентации мне сказали, что вам будут закидывать куда-то, там, где ссылка была на сегодняшнюю трансляцию, куда-то должны закинуть. Так, ну и вот теперь задача на среднюю скорость. Вот то, что осенью результаты РПР были довольно-таки неплохие именно по 21 задаче, я думаю, во многом это из-за того, что попалась опять, нам дали задачу на среднюю скорость. С ней мы уже вроде бы как и вдоль и поперек поработали, посмотрели, как ее оформлять, что, какие требования должны быть. Ну и тем не менее, вот типичные ошибки все-таки там у нас нарисовались. Да? Самая распространенная ошибка, которая была, это нахождение средней скорости, как среднего арифметического скоростей. Но здесь я даже вот останавливаться особо не буду, это все понятно. Да? Отсутствие пояснений к действиям, которые были выполнены, то есть просто действия и непонятно, что ребенок находит. Ну и неверное применение формул. Когда у нас встречалось такое, что и скорость делилась на время, и чего только не было. Но это, конечно, ошибки нечастые. Вот если формулы были, то в основном меняли местами делимое делитель. Вот. Приписывание единиц измерения, не соответствующая данным величинам. Ну и вычислительные ошибки. То есть здесь особого такого набора нету, но я сразу хочу остановиться еще на одной записи, которая у нас много споров вызывала при оформлении, при проверке заданий. Это когда была задача следующего типа, что одну половину пути проехал там товарищ с одной скоростью, вторую половину пути с другой скоростью, и мы сразу выходили вот на такую формулу. Я ее, наверное, и не вспомню. Так, слушайте, не вспомню. Когда у нас готовая из физики формула-то была V1 плюс V2, а здесь 2 V1, V2, да, вроде бы такая была. То есть если мы выведем эту формулу, то она вроде бы как получалась. Так, давайте я ее лучше уберу, а потом мы ее выведем. Я подробно остановлюсь. Что-то я боюсь, что я навру сейчас. Вот, потому что такую задачку мы разбирать будем. Но во всяком случае, вот такие вот готовые формулы на среднюю скорость, даже если они верны, они у нас не засчитывались, потому что это не общепринятая такая формула. Так, ну и на этом мое махание руками пока закончилось, теоретическое. Дальше мы немножечко решим. Естественно, все эти задачи решать мы умеем. Вопрос в оформлении. Вот давайте разбираться, как можно оформить эту задачу.
Значит, что у нас есть? 2 часа скорость 60 километров, 1 час скорость 90. Нужно найти среднюю скорость. Значит, можно сразу по действиям начинать решать. Но когда вот я смотрела, проверяла ЕФРки в этом году, очень многие научены дети решать тоже с помощью таблицы. Да? То есть у нас есть первый, второй участок пути, у нас есть скорость, время, расстояние. Мы заполняем эту таблицу, получается 60 километров в час, 2 часа. Второй участок пути 90 километров в час, 1 час. Ну и потом мы можем уже найти, да, расстояние, которое у нас проходится. То есть можно в таблице каким-то образом, можно отдельными действиями выписать. Ну и самое главное, что у нас здесь должно быть, это мы должны написать, что средняя скорость – это весь путь на все время. Вот здесь уже опять же без разницы, где-то кто-то пишет общее время, кто-то пишет весь путь, да. Но во всяком случае потом это уже расшифровка идет. Можем опять же по действиям это найти, можем в дробь записать. Ну, дальше уже понятно. Подставляем, получаем. В итоге у нас должно было получиться здесь 70, да? Вот поэтому, если привычно таблицей, значит можно таблицей вот так вот обозначив участки. Если по действиям, то по действиям. Самое главное, чтобы было пояснение, что мы находим. Это достаточно фамилия, да? Ну, по идее, да. Потому что здесь у нас все понятно. Да? Единственное, что мы можем еще как написать, чтобы уж вот S1, S2 у нас было понятно, да, то мы можем вот здесь написать еще вот так вот, да, чтобы уж совсем все хорошо было. Чтобы... Ой, еще я подумаю. Самое главное, чтобы у нас была формула, и чтобы было понятно, что мы сюда подставляем. Без формулы, конечно, это уже сразу. Ну, вторая задача. Единственное, что здесь 3 промежутка уже, да? 3 участка пути, поэтому чуть-чуть побольше будет краткое условие. Ну и у нас время неизвестно. Неизвестно время. Значит, я могу сразу сначала выписать, что у нас есть. У нас есть первый участок пути 90 километров в час, второй 115, третий, соответственно, 40. Ну и расстояние 450 километров первого участка, 230 второго, 120 третьего. Ну а дальше я могу тоже записать, что у меня средняя скорость, она находится как весь путь, деленная на все время. Так как у нас 3 участка, то, соответственно, в числителе и в знаменателе будет сумма 3 слагаемых. Но и здесь нам нужно будет найти время. Да? Если расстояние у нас известно, то время нам нужно будет найти. Ну, опять же, это, конечно, все не идеал оформления, потому что
как привык оформлять, да, он все равно так и будет оформлять. Самое главное, чтобы из записи было понятно, что вы находите и для чего. Ну и выписана формула. Выписана формула. Потому что многие время сразу сюда подставляют, да, вот так вот записали, и потом начали как уже выписывать числители 450, 230, 120, это понятно. Можно отдельно действием найти, ну а время у нас тогда будет находиться вот именно суммой дробить, да. Можно отдельно посчитать, можно выписать, то есть кому как удобнее. Потому что вот так вот, наверное, тоже надо показывать, что мы можем так записать. Это нам поможет, когда у нас расстояние не будет известно, когда нам придется вводить переменную для расстояния. Или s обозначать, или за единицу, то есть каким-то образом выкручиваться. То есть в данном случае мы, конечно, можем это так и не писать, и, наверное, удобнее будет уже сразу конкретные значения для t подставить. Вот. Ну, а чтобы подготовить к записи, то, конечно, такой способ тоже нужно показать. Ну и, естественно, везде ответ, да? Везде ответ. Но насчет того, что в таблице только числа, единицы измерения, здесь у нас есть два вида оформления таблицы. Да? Мы можем записать, подписать столбик и рядышком написать единицы измерения и потом числа. Ну, а иногда удобнее и сразу так, потому что здесь надо, конечно, смотреть, к чему, кого приучили. Вот, честно говоря, я вот не помню, что прям такие строгие требования были, что в таблице только числа. Вот этого, конечно, да. Это, наверное, я согласна, действий в таблице быть не должно. А что касается единиц измерения, не знаю, я лично противоречий не вижу. Так. Ну, дальше следующая задача. Это там, где у нас уже неизвестно расстояние и придется вводить переменную. Потому что сейчас, конечно, у нас получается все равно те требования к оформлению, которые были, когда нас учили, и которые сейчас применяются, они уже ослабли. Потому что сейчас главное, чтобы дети уже правильно написали без вычислительных ошибок, без ничего, да, и вообще написали эти единицы измерения, а там уже понятно, что мы должны учить правильно оформлять. Но уж если так вот написали, не совсем правильно. Тут просто надо замечание сделать. Так. Третья задача. Вот как-то, как меня научили вот так вот писать скорость с единицами измерения сразу, вот так ведь я и пишу. Тут уже никак это из себя не выбить. Значит, что у нас дальше получается? Первая половина трассы. Первая половина трассы, поэтому здесь мы уже смотрим, да, каким образом мы обозначаем. Половина трассы мы можем всю трассу обозначить за единицу, можем обозначить за какую-то переменную.
Но вот здесь вот все-таки лучше, наверное, переменную, потому что с единицами, если обозначить с единицей, то здесь очень часто бывает как? Что мы написали, что вся трасса это единица, а потом начали везде писать единицы измерения, да, километры в час. И тогда получается, что скорость километров в час, она вот с этой единицей обезличенной уже вроде как никак не стыкуется. Если написали вот так вот всю трассу, взяли за единицу, а потом у нас пошла километров в час, то это уже однозначно воспринимается, что мы взяли весь путь за 1 километр. А это уже частный случай. И тогда задача вообще не засчитывается. Поэтому, наверное, в задачах на движение лучше вот с единицей не баловаться. Можно взять какую-то переменную и уже с ней работать. Значит, у нас получается 1/2 s, здесь у нас тоже 1/2 s. Ну и тогда для того, чтобы найти время, это у нас 1/2 s делится на 60 в первом случае, да, и 1/2 s на 90 во втором случае. Ну и дальше опять все время, все расстояние на все время. И дальше уже формулу собираем и работаем уже только с преобразованием. Ну и вот здесь как раз в этой задаче у нас выскакивала эта формула. Да? Сейчас попробую ее вывести. Значит, что у нас получалось? Это весь путь S. Время это получается 1/2 S на одну скорость, 1/2 S на другую скорость. Значит, у нас получается тогда, ну да, правильно я вспомнила. Значит, вот дети вот такой готовой формулой пользовались. Она, конечно, для этого случая верна. И ответ верный получается. И мы тогда тоже вот при проверке очень долго спорили, стоит ее засчитывать или не стоит. Потому что вот так вот эта формула, она будет верна, если мы именно путь по половинкам проходим. Да? А в общем случае, если у нас, например, 1/3 и 2/3 пути, то такой уже формулы не будет, там она будет немножко по-другому выглядеть. Вот, и поэтому решили, что все-таки это не такая распространенная формула, и ее надо выводить. Это тоже у нас частный случай, именно применимо, когда весь путь делится на две части, на две равные части. Поэтому, если вот такие вот формулы дети знают, это хорошо, но пусть применяют это в физике. А в математике все-таки, чтобы вывод был. Ну и последняя задача. Ну, уже тоже похоже, да, первую половину пути, только скорость. Это, ну, наверное, ее уже тогда рассматривать не будем. Значит, в третьей задаче у нас ответ 72. Вот, а в четвертой задаче 60. Можно и так, да. То есть можно здесь для того, чтобы лишние не брать, дроби, да, не вводить, мы можем здесь s взять, здесь s взять, тогда общий путь будет 2s. Это кому как больше нравится. Естественно, это тоже будет правильно. Лишь бы мы только описали, да, что такое s. Тогда мы должны уже сказать, что s это будет половина пути. Так. Ну все. Значит, задача на относительное движение. Движение протяженных тел. Ну, вообще, что мы будем называть таким движением? Это
как раз поезд, когда у нас в основном поезда у нас проходят мимо каких-то объектов, ну и эти объекты тоже делятся на 4 группы. Да? Это неподвижный объект, который не имеет своей длины, как, например, столб какой-то, там человек стоящий, и мы длину этого объекта не учитываем. Потом у нас есть неподвижный объект уже, который обладает длиной. Это или лесополоса, или платформа железнодорожная, когда мы про поезда говорим, мост, опять же тот же самый, да, и где надо будет уже эту длину учитывать. Ну и, соответственно, потом подвижные объекты. Опять объект подвижный, который не имеет своей собственной длины, но и двигающийся объект, который эту длину имеет. Естественно, везде у нас используется формула движения, формула пути. Ну и дальше мы рассмотрим вот эти вот 4 случая. Значит, каким образом мы можем детям это все объяснять? Рисовать картинки. Раз у нас поезд движется мимо столба какого-то, значит, я могу этот столб нарисовать, да, могу какой-нибудь даже там фонарик нарисовать. Вот у нас столб есть. Что означает, что поезд движется мимо столба? Это означает, что у нас поезд своей кабиной машиниста, да, приблизился к столбу, потом он двигался, и он проехал мимо столба тогда, когда у него этот столб совпал с задней частью, да, поезда. Как уж ее сказать-то даже не могу придумать. И тогда получается, что вот эти флажки как раз, они нам подсказывают, да, показывают расстояние. Мы должны найти расстояние от одного флажка до другого. Если у нас поезд имеет свою длину какую-то L, то получается, что когда поезд прошел мимо столба, он проехал расстояние, которое равно длине поезда. Картинку, если нарисовали, оно будет понятнее немножко. Да? Потом, когда у нас есть лесополоса или платформа, опять рисуем, елочки нарисовали. Лесополоса у нас длиной обладает L2. Ну и дальше получается опять подъезжает к ней поезд со своей длиной. И какой момент у нас получается, мы должны смотреть, когда этот поезд прошел лесополосу. Естественно, когда он своей кабиной прошел, но кроме кабины есть еще и сам поезд, да, со своей длиной. Поэтому, опять же, пройденная лесополоса, это считается тогда, когда полностью поезд прошел эту лесополосу, то есть начало лесополосы совпало с концом поезда. Ну и тогда смотрим расстояние, которое он прошел от начала лесополосы с кабиной до того, когда он прошел полностью с хвостом, да, это вот как раз будет у нас расстояние, равное сумме длины лесополосы и длины поезда. Ну а так как и лесополоса, и столб у нас были неподвижные, то мы учитываем только скорость поезда и время, которое потратил поезд на прохождение вот такого пути. Ага, ну да, сразу не подобралось слов. Хвост поезда, да, спасибо. Ну, вот 20-е задание, это уравнение неравенства. Это будет с вами Галина Юрьевна очень подробно по этим уравнениям разговаривать, поэтому я его не затрагиваю. Формула пика общепринятой? Нет. Может быть, на олимпиадах, конечно, можно ее использовать, потому что это все-таки именная формула, да, но уж в школьном курсе, наверное, нежелательно.
Ну и когда у нас движущиеся объекты, то здесь уже мы немножечко с физикой будем стыковаться. Да? У них есть такое понятие, когда у нас одно тело движется со скоростью относительно другого тела, относительной скоростью, когда мы одно тело считаем неподвижным, ну а другое уже с новой скоростью приближается к нему. Да? И здесь будет все зависеть от того, в какую сторону движутся тела, навстречу или в одну сторону. Тогда у нас, соответственно, будет или сумма, или разность скоростей. Ну и здесь тоже уже нужно будет рисовать картинку. В каком случае, что у нас считается пройденным путем. Значит, пусть у нас поезд идет вот в эту сторону, ну и здесь идет какой-то человечек. Ну, давайте направим его тоже в эту сторону. Да? У него своя скорость есть, у поезда своя скорость есть, ну и у поезда есть еще длина. Да? В каком случае мы говорим, что поезд проехал мимо этого пешехода? Опять же, тогда, когда хвост поезда поравнялся с пешеходом. Да? То есть у нас картинка будет вот такая. Ну и что мы здесь должны учитывать? С одной стороны, вроде бы как поезд должен пройти свою длину, да, и он ее проходит, но скорость при этом мы должны учитывать, что так как пешеход идет в ту же сторону, то получается у них относительная скорость поезда относительно пешехода будет равна разности скоростей. И вот здесь вот мы говорим, да, что мы считаем, что человечек стоит на месте, а поезд его обгоняет с такой скоростью, которая равна разности скоростей. Ну а расстояние, оно точно так же и будет. Расстояние, которое пройдет поезд, будет равно длине поезда в данном случае. Ну и если мы человечка направим в другую сторону, то они будут удаляться друг от друга, да, естественно, будет относительная скорость равна сумме скоростей. Ну и такая же схема у нас используется, если есть два движущегося поезда. Тогда мы уже должны учесть и длину первого поезда, и длину второго. Вот такие вот теоретические получаются выкладки. Но это больше, опять же, для понимания, для вывода формул. А когда мы решаем задачи, мы все равно каждый раз это все будем рисовать заново, на картинках показывать. Тут, чтобы каждый раз с поездами не связываться, нашла про бегуна. Но это такая пока подготовительная задача. Да? Здесь еще у нас нету ни относительной скорости, ни длины поезда и расстояния, которое нужно пробежать. Что-то как-то голос меня подводит. 8 уроков своих дают о себе знать. После выходных и сразу так вот 8 уроков. Иди сюда. Ой. Так. Значит, что мы должны здесь указать? Ну, во-первых, расстояние, которое пробежал бегун, это есть удвоенная длина забора. Да? Каким-то образом вот это вот найти. Ну, а дальше, раз у нас расстояние есть, скорость известна, то время уже найдем. Вообще, вот в таких задачах, когда мы с протяженными
телами встречаемся, у нас не просто получается решение по действиям, а обязательно должен быть еще переход, да, когда мы длину объекта связываем с расстоянием, которое он прошел. Потому что вот это вот тоже 2 года назад было очень большой такой проблемой, когда вроде бы как в задаче спрашивается длина поезда, а по решению расстояние и никакого такого перехода нету. И вот тоже долго спорили, как тогда это все оценивать, но все-таки решили, что вот этот переход должен объяснен быть. Ну и вот эта задача, это уже как раз на относительное движение протяженных тел. Значит, что мы здесь должны понимать? У нас есть автомобиль с прицепом, у нас есть светофор, который неподвижное тело, да, и длина автомобиля, она будет равна расстоянию, которое прошел автомобиль за эти 3 секунды. Поэтому мы должны это указать. Вот здесь вот, конечно, краткое условие, не знаю, есть ли смысл писать, ну, картинку для себя можно нарисовать, да? Но обязательно должна быть такая фраза. Она может сформулирована по-разному быть, но суть должна быть такая, да? Что длина автомобиля равна расстоянию пройденному автомобилем за 3 секунды. То есть вот этот вот переход, когда мы переходим от расстояния к длине, да, мы должны его объяснить. Ну и так как у нас автомобиль, это все-таки будет измеряться не в километрах, а скорее всего в метрах, то естественно сразу лучше скорость перевести. Перевести лучше даже в метры секунды, так как время будет в секундах, ну а может быть и в часах, посмотреть, как удобнее, да? По крайней мере, лишний раз поиграться с переводом тоже можно. Ну и дальше расстояние. Расстояние, которое мы находим, это у нас произведение скорости на время. Так, ну и если я нигде ничего не напортачила, то это должно быть 12,5 метров. То есть в таких задачах у нас должна быть обязательно связь длины объекта с расстоянием, которое прошел. Да? Обязательно мы должны показать перевод единиц измерения. Но здесь опять же по-разному. Да? Или мы просто там умножаем, делим на 3,6. Из физики дети это тоже хорошо знают. Или просто заменяем, переходим уже к новым единицам. Ну и тогда, раз мы этот переход показали, расстояние нашли, мы можем сказать, что длина автомобиля это 12,5 метров. Все, я поняла. Я нумерацию на слайдах не поменяла, да? Там поменяла на этом. Наверное, а здесь, наверное, не поменяла. Ну ладно. Потому что чуть-чуть.
что-то я за эти задачки меняла местами, сама уже запуталась в них. Нет? Нет. Читаем. Так, значит, следующая задача. Здесь уже платформа, мимо которой проезжает поезд, поэтому у нас идет уже другой переход. То есть здесь мы уже понимаем, да, что так как у нас платформа неподвижная, значит поезд проходит расстояние, которое будет равно длине платформы плюс длина поезда. Опять мы пишем эту фразу, да, что расстояние, пройденное поездом, равно сумме длин платформы и поезда. Чтобы мы потом в итоге могли отсюда длину поезда вытащить. Ну и дальше находим расстояние. Да? У нас известна скорость, у нас известно время, поэтому мы можем найти расстояние, которое прошел поезд за это время. Ну и так как нам опять надо будет в метрах 45 км в час перевести в метры в секунды, здесь вот опять же, я когда перевожу, я до конца не сокращаю, да, потому что лишнее время мне не хочется тратить на то, чтобы до конца сократить. Ну, можно и сократить. Вот и потом находим расстояние. Расстояние после того, как мы здесь все теперь посократили, у нас должно получиться 1000 метров. Значит, это мы нашли расстояние, которое прошел поезд. И мы знаем, да, что вот этого расстояния, это есть как раз сумма длин платформы и поезда. То есть, если я обозначу, могу и не обозначать, это я уже сейчас так пишу. Но если обозначаю, то, естественно, я должна описать, да, что это длина платформы длина поезда. Ну и тогда у нас длина поезда это будет 1000 минус 200. 800 метров. То есть, опять же, вот способов оформления здесь можно придумать много. Самое главное, чтобы был переход и вот основные моменты, да, как и новые единицы измерения, и, ну, чтобы было понятно, по крайней мере, что делается. Так, ну вот следующая задача такая интересная, уже как сборная. Поезд проходит мост за 45 секунд, не имеющий длину какую-то, да, и мимо будки стрелочника за 15 секунд. И нужно найти длину поезда и его скорость.
Значит, у нас здесь получается два момента. Да? Это поезд проходит мимо неподвижного тела, мимо будки стрелочника, без длины. Ну и второй момент – это поезд проходит уже по мосту. Значит, что мы можем отсюда выцепить? Два момента, да? Когда по мосту, то расстояние, которое прошел поезд, это будет равно длине поезда и длине моста в сумме. Вот, когда проходит мимо будки стрелочника, то это расстояние будет равно просто длине поезда. Поэтому опять эти две вещи я запишу. Значит, длина поезда равна расстоянию пройденного поезда мимо будки стрелочника. Это первый факт, который нам понадобится. Ну и второй факт, это уже когда по мосту проходит. Значит, расстояние, пройденное поездом по мосту, равно сумме длин поезда и моста. Вот это вот два факта, которыми мы будем пользоваться. Но и так как у нас здесь никакой скорости нету, длины поезда у нас тоже нету, то здесь нужно вводить уже переменную. Но удобнее всего, мы знаем, да, в задачах на движение за переменную брать скорость. Поэтому здесь мы точно так же сделаем. То есть x, так, что нам метр в секунду, да, удобнее взять. Метров в секунду это скорость поезда. Что мы отсюда теперь можем найти? Значит, из первого предложения, так как у нас длина поезда она совпадает с расстоянием, которое прошел поезд мимо будки стрелочника, то мы можем длину поезда выразить. Да? Тогда получается длина поезда это будет 15х, да? 15х метров. Дальше что у нас есть? У нас есть расстояние, которое прошел поезд по мосту за 45 секунд. И мы знаем, что это расстояние равно сумме длин поезда и моста. Тоже это используем. Расстояние по мосту. С одной стороны это 45х метров, да? Или мы можем написать, что это 450 плюс длина поезда 15х. Ну и таким образом мы получили уравнение. х 450 плюс 15х.
получаем значение скорости. Значит, 15 метров в секунду. Это у нас скорость поезда. Ну и потом мы еще должны найти длину поезда. Да? — 25 метров, это длина поезда. Ну все, вроде бы как решили. Следующая задача – это у нас уже два протяженных тела электровозы в одном направлении по параллельным путям. Но и это тоже пока еще не на вот эту вот связь расстояния и длины поезда. Это можно взять как подготовительную задачу для того, чтобы рассмотреть, да, где нам нужна разность скоростей или сумма скоростей, и обговорить, что так как у нас начали движение в одном направлении, значит, скорость одного поезда относительно другого, но в данном случае пассажирский поезд относительно товарного будет ехать со скоростью 10 км в час. То есть мы берем товарный поезд как неподвижное тело, но тогда, естественно, и скорость пассажирского мы берем уже не 50 км в час, а именно 40. И вот здесь вот понятие вот этой относительной скорости можно уже ввести на таком более простом примере. Что-то у меня сделалось. Поэтому, наверное, на ней сильно не будем останавливаться. Этой задачки. Возьмем 10-ю. Итак, у нас есть поезд, у нас есть идущий в том же направлении пешеход, поэтому сразу мы можем говорить про длину, про расстояние, которое поезд прошел, и про относительную скорость. Да? Так как у нас идут в одном направлении, значит, относительная скорость она будет равна разности скоростей. Ну а так как сам пешеход никакой длины не имеет, то расстояние, которое прошел поезд, будет равен длине поезда. Ну и вот сейчас это все мы попробуем записать в одной фразе. Значит, как это можно записать? Длина поезда равна расстоянию пройденному поездом Давайте так сразу. С относительной скоростью равной разности скоростей поезда и пешехода.
здесь я пояснение еще для себя хотя бы напишу, да, так как они двигаются в одном направлении. Так-то, конечно, эта фраза получается очень длинная, и ребенку-то ее, наверное, не очень удобно будет полностью писать, поэтому здесь мы можем разбить на две части, да, мы можем найти вот эту вот скорость поезда относительно пешехода, то есть мы считаем, что пешеход у нас никуда не двигается, и тогда поезд двигается относительно пешехода со скоростью равной разности. Ну и потом длина поезда, равная расстоянию, она у нас уже будет подразумеваться, что расстояние, пройденное поездом, именно с этой относительной скоростью. Ну и дальше мы скорость должны найти. 72 км в час. Это как раз у нас такие относительные скорости. Потому что в разных источниках называют ее по-разному, да, где просто вот относительная скорость, где пишут, что это скорость поезда относительно скорости пешехода. Вот. Но, по крайней мере, если хоть какое-то такое пояснение будет, это уже будет хорошо. Дальше опять у нас идет перевод. 72 км в час. Метры секунды переводим. 20 метров в секунду. Ну и затем мы должны найти расстояние. Да? Расстояние. Так, 600 метров. Мы говорим, что 600 метров это как раз и есть длина поезда. Ну, естественно, везде слово «ответ». Но следующая задача, она у нас такая же получается, да? Единственное, что поезд с пешеходом навстречу идут, поэтому, естественно, скорость у нас большая. И получается, что первое пояснение, оно будет отличаться вот от этого, только вместо разности сумма скоростей идет.
Осталось 3 задачки. Вот 2 задачи это когда у нас поезда оба имеют свою длину, да, идут навстречу друг другу и, соответственно, в одном направлении. Ну и самая последняя задача, это тоже часто встречается, когда у нас по морю плывут какие-то корабли, в один момент времени расстояние между ними одно, потом в какой-то другой момент времени еще какое-то расстояние между ними появляется. Вот там уже задача как самая сложная, да, из всех этого типа. Так. Ну вот в таких задачах, когда у нас есть 2 протяженных тела, наверное, все-таки удобнее рисовать картинку, чтобы было понятно, где у нас какое расстояние получается. Значит, двигаются товарный поезд и пассажирский в одном направлении. Причем, опять же, расстояние, которое прошел догоняющий поезд, вернее тот, который находится в конце, да, картинка у нас вот такая вот получается. Так, в одном направлении. Да. Это, допустим, это пассажирский, это товарный поезд. Ну и потом, получается, нам нужна та ситуация, когда у нас пассажирский поезд уже обогнал товарного. Товарный поезд он имеет свою длину, пассажирский поезд имеет свою длину. Ну и здесь мы видим, что то расстояние, которое прошел пассажирский поезд, оно как раз равно сумме длин поездов. Так как движутся в одном направлении, то относительная скорость пассажирского поезда относительно товарного это будет равна разности скоростей, поэтому я могу сразу его записать, да? Значит, 62 минус 38, 24 километра в час, это у нас скорость пассажирского поезда относительно товарного. Дальше, если переводить 24 километра в час, то это у меня получилось, у нас время в минутах, да, поэтому я перевожу метры в минуту, 400 метров в минуту. Конечно, перевод тоже нужно показывать, это я уже просто, чтобы успеть. Вроде бы как на этом не останавливаюсь, но перевод нужно показать. Дальше я могу найти расстояние, которое у меня прошел поезд за это время. Значит, 400 умножаем на 4 минуты. Это получается 1600 метров. Расстояние, которое прошел пассажирский поезд. Ну и вот теперь я могу эту фразу все равно написать, что это расстояние у меня будет равно сумме длин поездов. Сумме длин пассажирского и товарного поезда. Ну и все.
все. Так как у меня длина товарного поезда известна, то длину пассажирского поезда я тоже могу найти. 1600 минус 900. Это у нас будет 700 метров. Длина пассажирского поезда. То есть вот здесь вот объяснение минимальное получается, но тем не менее оно есть. Да? Скорость мы уже, чтобы эту страшную большую фразу не писать, отдельно нашли. Вот, и потом уже от расстояния перешли к длине. Потому что вот этот вот переход, он обязательно должен быть. Значит, 13-ю задачу. Это вы сейчас сами решите. У нас получается разница только в том, что навстречу друг другу идут поезда, поэтому скорость будет по-другому находиться, как сумма. Ну и последняя задача, с которой мы сегодня с вами будем разбираться, это вот как раз сухогрузы. У нас по морю в одном направлении следуют два сухогруза. Первый длиной 120 метров, второй длиной 80 метров. Сначала второй сухогруз отстает от первого, и в некоторый момент расстояние от кормы первого сухогруза до носа второго составляет 400 метров. Через 12 минут после этого уже первый сухогруз отстает от второго, так что расстояние от кормы второго сухогруза до носа первого равно 600 метров. Ну и нужно узнать разность скоростей. Вот условие очень большое, поэтому, конечно, здесь нужна картинка, чтобы понимать. Значит, что у нас есть? У нас первоначально второй сухогруз отстает от первого, да, поэтому я второго рисую. Это у нас будет второй сухогруз. Так. Длина его 120 метров. 80 метров второго. Второй сухогруз отстает от первого, да, и в некоторый момент времени расстояние от кормы первого, то есть от задней части первого сухогруза до носа второго 400 метров. То есть у нас получается, доска уже тоже ничего не хочет. Вот он у нас первый сухогруз длиной 120 метров. И получается, что вот это вот расстояние от кормы первого до второго у нас 400 метров. 400 метров. Значит, вот они плывут себе, и в какой-то момент времени, а именно через 12 минут, уже картинка поменялась. Да? У нас уже получается второй сухогруз впереди. И получается, что расстояние от носа первого до кормы второго, оно уже стало равно 600 метров. И вот теперь мы смотрим, какое расстояние в итоге у нас проплыл, ну, в данном случае второй сухогруз, да, потому что он быстрее плыл, и получается, что мы можем рассматривать первый сухогруз как неподвижное тело, да, как будто он стоит на месте, ну а второй, соответственно, мимо него плывет. Ну и расстояние, которое у нас проплыл второй сухогруз, оно будет от флажка до флажка равно вот всему вот этому расстоянию. Потому что сначала он ликвидировал отставание, да, потом он мимо этого первого сухогруза проплыл, тоже длину этого надо было проплыть, ну и потом еще и удалился.
Поэтому мы говорим, что за 12 минут второй сухогруз прошел расстояние равное сумме вот этих вот всех длин, да? 400 плюс 120 плюс 600 плюс 80. И если мы все это посчитаем, то у нас получается 1200 метров. Дальше мы можем найти скорость. Раз у нас известно время, за которое он проплыл такое расстояние, да, известно расстояние, то можем найти скорость. Скорость у нас получается 100 метров в минуту. И вот здесь вот мы, конечно, должны пояснить, что это за скорость. А это на самом деле у нас скорость второго сухогруза относительно первого. Не просто скорость второго, а именно относительно первого. Скорость второго сухогруза относительно первого. Ну и здесь мы должны пояснить, да, что так как у нас сухогрузы следуют в одном направлении, то вот эта вот скорость равна разности скоростей. Я тут даже немножко так это схемичу, да, напишу, чтобы второй раз уже не повторять про относительную скорость. Напишу, что 100 метров в минуту – это разность скоростей. Ну и по задаче нам как раз эту разность-то и надо было найти. Единственное, что по условию задачи от нас требуется не метров в минуту, да, а в километрах в час. Разность скоростей перевести в километры в час. Поэтому осталось последнее действие, это перевести 100 метров в минуту в километры в час. И в итоге должно получиться 6 километров в час. Ну вот как-то